избрать обвиняемому Шишмарева Борису Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу. Следующие 2 месяца этот мужчина проведет в следственном изоляторе. Он обвиняется в пьяном управлении КАМАЗом, повлекшим смерть человека. Мужчина протаранил на большегрузе Тойоту премио, превратив иномарку в груду металла. На переднем пассажирском сиденье сидела Лидия Андреева, двукратная чемпионка мира по кикбоксингу. В Якутском городском суде поддержали ходатайство следователя и заключили под стражу водителя КАМАЗа Бориса Шишмарева, по вине которого произошло смертельное ДТП на улице Можайского. Как выяснилось, кроме машины, в которой ехала спортсменка, жертвой КАМАЗа стало еще 2 автомобиля. Следуя из Мархи по улице Можайского, водитель не выдержал безопасной дистанции и протаранил Тойоту Короллу и Ипсум, после чего выехал на встречку, где столкнулся с короной премио. Своей вины после всего этого он не признал. И она выскакивала нагло. Один сначала посигналил ей, типа, ты куда лезешь? И она раз, и обратно. А вы как, получается, прямо ехали в город? Не заворачивали никуда, ничего? Ничего не заворачивал. Факт того, что был пьян, он до последнего пытался скрыть. В ДТП пострадало еще 3 пассажира. У всех были обнаружены серьезные травмы головы и переломы. Прибор алкотестер показал 1,59 мг на литр. Не согласившись с показанием прибора, мужчина был направлен на медосвидетельствование к врачу-наркологу. Врач также подтвердил состояние опьянения у автомобилиста. Как оказалось, обвиняемый уже был лишен прав за пьяную езду еще в прошлом году. Однако все равно продолжал управлять транспортом. Его ловили за рулем в нетрезвом виде целых 5 раз. В настоящий момент в Министерстве спорта создана рабочая группа для организации похорон известной якутской спортсменки. А водителю КАМАЗа по предъявляемой статье Уголовного кодекса может грозить лишение свободы до 7 лет. Следствие продолжается. Юлиан Бояркин, Денис Попов, Вести, Якутск.